Сегодняшняя октябрятская толкучка посвящена музыке. Мы хотели рассказать во всей красе о том, что такое музыка, как этим делятся продюсеры, музыканты. Это не только звук, это и рассказы о своем опыте, о том, как снимать клипы, о том, как делать что-то новое, интересное, экспериментальная площадка. Шибет-21, ну как вы здесь? Что вы здесь делаете? Какие у вас сегодня обязанности? Привет, Шибет-20. Привет. Привет. Мы работаем здесь, круто. Ну, не работаем, проходим стажировку. Вот, нам здесь нравится, здесь проходят мастер-классы, касаемо особенно очень много направлений в музыкальные, именно в музыкальные темы. Вот, и мы очень хотим пойти сейчас в скором времени, сейчас вот уже скоро начнется. Ну, меня лично интересует, у меня как личный проект есть уже, ну, по диджею. И вот, в принципе, все, краткая инструкция, как стать известным диджеем, поэтому мы попали прям туда, куда нужно. То есть помимо работы стажировки мы еще получим те знания и мастер-классы, которые нам лично нужны. Прежде чем начать вещание, что вам необходимо сделать? Вам необходимо определиться с форматом музыкально. Что я не рекомендую делать однозначно. Не беритесь за полностью клубный формат. Ни в коем случае. Клубная музыка всем надоела. Хочется попсы, хочется медляков и так далее. Рекомендую вам сделать более универсальный формат, чтобы там играла танцевальная попса. Эту музыку люди слушают, они ее понимают. Инструмент реагирует на все движения, будь то камера, будь то моя рука, будь то моя голова. Он реагирует на все движения. И знаете, когда Лев Термен изобрел свой инструмент, об этом узнал Владимир Ильич Ленин. И тогда Термен пришел к Ленину в Кремль и поучил его играть на терменбоксе. Знаете, что они поиграли? Кто знает, что это такое? Жаворонок. Очень похоже, да, но жаворонок. Рита, что вы посоветуете начинающим радиоведущим? Как стать успешным в этой профессии? Я вот что думаю, что прежде всего человек должен быть самим собой. Не строить из себя что-то или кого-то другого, кто для него даже кумир, а именно через себя, через призму своего отношения ко всему, вот все события и все эмоции пропускать и выдавать их, делиться, как будто ты как будто ты обращаешься конкретно к своему другу, к каждому человеку. Да? Нужно быть очень внимательным человеком, нужно замечать, обращать внимание на то, что происходит вокруг себя. Ведь только из вот этого внешнего мира ты черпаешь как раз эмоции и события. И очень важно, конечно, читать книги. Современная популярная музыка, правда, это было выведено еще в принадлежности к джазу, но распространяется и на современную музыку. Немецкие исследователи еще во второй половине 20 века доказали абсолютную агармоничность музыки, абсолютная какофония звука, потому что главная задача современного шоу-бизнеса – людей удивлять, и поэтому чем более резким, чем более удивляющим или более раздражающим звуком будет она обладать, тем большее количество людей она привлечет. Для меня, для режиссеров, которые сейчас придумывают видеоклипы, и для режиссеров, которые 10 лет назад придумывали видеоклипы, я понимаю, что одним из главных инструментов режиссуры является уже не сам клип, а предположение об условиях его просмотра. И кто, и где, и как его будет смотреть, ситуация просмотра изменилась.
называется «Летний сон».